Депутатский запрос фракции Народной партии адресован премьер-министру страны. На прошлом пленарном заседании депутаты нашей фракции озвучили депутатский запрос касательно деятельности в нашей стране ЮСАИД. Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество. Реакцию можно выразить кратко. Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и расслевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр. Буквально на днях эта тема получила продолжение. Спецпосланник президента Трампа предложил закрыть радио «Свободная Европа» и «Голос Америки», финансируемые американскими налогоплательщиками. Его сразу же поддержал Илон Маск. Он назвал эти СМИ никому не интересными, наполненными радикальными безумцами, разговаривающими между собой и сжигающими $1 миллиард в год. Как в истории с ЮСАИД, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, который создавался для идеологической борьбы в послевоенных реалиях. Любой, кто сегодня зайдет на сайт Азатека, может наглядно в этом убедиться. Здесь нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива. В целом, в данный момент известно, что в Казахстане иностранное финансирование получает примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США. По официальным данным правительства в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 международные организации, 31 иностранные государственные организации и 81 зарубежные казахстанские НПО. Финансовую материально-техническую помощь наши НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают в основном проекты в области СМИ, свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижение проектов в области развития демократии, гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожней, дабы не нарваться на деструктивную, мягкую, в кавычках, силу. Эта проблема есть вызов для нашего общества. Вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в нашей стране, пользы или вреда, требует внятного ответа. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны. И в случае, если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в серой зоне, и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности. В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие закона об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018, в Великобритании с 2023 года, а во Франции с 2024 года. Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается закон США о регистрации иностранных агентов, принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса. Эксперты отмечают богатый правоприменительный опыт США по многим основным положениям. Например, прозрачность финансирования с четким разграничением политического и коммерческого влияния, государственная регистрация лоббистов и агентов влияния перед началом их деятельности, обязательность раскрытия информации, в том числе маркировка информационных материалов и публикация баз данных зарегистрированных агентов, введение ответственности за нарушение порядка, регистрации и деятельности. Уверены, что в Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества. Наша общая цель – укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду за независимую журналистику. Спасибо.